Гранит, замена освобождения крымско-татарских активистов из СИЗО и восстановление линии электропередач Мелитополь-Джанкой. Сегодня 24-й день блокады Крыма. Активисты блокируют как поставки продовольствия, так и электроэнергии на полуостров. Подробности знает Шевкет Наматулаев. Сегодня с утра работники Укрэнерго возобновили подачу электричества в Крым по линии Мелитополь-Джанкой. После повреждения электроопоры еще неделю назад она была выведена в ремонт. Ремонтные работы завершили вчера поздно вечером. Руководство Укрэнерго заявило, что электричество в Крым подается в полном объеме. Однако активисты уверены, энергетическая блокада уже имеет результат. И несмотря на заявление министра топлива и энергетики Украины, что поставка в полном объеме осуществляется, есть уже результаты. На 200 мегаватт на сегодняшний день объем электроэнергии в Крым сокращен. Активисты настаивают на полном отключении полуострова от электроснабжения с материка. По данным замкомандира штаба Изета Гданова, Укрэнерго на этой неделе уже вывела в ремонт одну из двух линий, которые идут из Каховки в Крым. Она поставляет на полуостров 330 мегаватт энергии. Сейчас от властей до конца октября ждут разработки программы по полному безопасному отключению Крыма от украинской электроэнергии. Есть информация с Укрэнерго о том, что две линии каховские, это Каховка-Джанкой и Каховка-Островская, будет выводиться в ремонт. Данные линии являются высоковольтными. Функционировать будет, по нашим данным, получается две линии, которые остаются. Это линия Армянская 220 киловольт и 330, это та, которая восстановлена Мелитополь-Джанкой. Значит, мы со своей стороны будем работать над тем, чтобы власть все-таки приняла меры по реорганизации энергосистемы в итоге для того, чтобы Крым, оккупированный Крым, обесточить полностью до деоккупации. После деоккупации все будет возобновлено. Вчера поздно вечером в штаб гражданской блокады Крыма обратился священник Свято-Успенского монастыря, который находится в Бахчисарае. Он хочет провести в Крым из Запорожской области гранит для строительных работ и 3 тонны свеклы. Прежде чем везти груз на границу, он обратился за разрешением в штаб. Уже несколько лет делают, и мы должны наконец его забрать, эти грузы, для монастыря. Это каменные изделия из Запорожской области, с карьера каменных. Это гранит. Вопрос о провозе гранита в Крым священник обсудил с командиром штаба Ленуром Ислямовым. Тот, в свою очередь, поставил ультиматум. Гранит разрешат провести взамен на помощь в освобождении крымско-татарских политзаключенных. Такое решение один принимать не буду, если у нас штаб. Вы поговорите со своим отцом, что он может сделать для Чайгоза. А что он? Что, выпустить Чайгоза? Он незаконно удержит. Ради Христа, пусть выпустит его. Скажите, вот ради Христа, выпускайте его. Это же пророк Христос тоже. Вот пусть выпускают. Мы можем за них молиться, чтобы Господь облегчил их участь. И если невиновные, пускай выпустят из Крыма. Я знаю, если человек действительно невиновных, и за него молится, его действительно выпускают из тюрьмы. Таких случаев я знаю очень много. Если человек невиновный, его выпустят. На данный момент это вся информация, которую мы подготовили. Съемочная группа «Заман» остается в штабе гражданской блокады Крыма, и мы продолжаем следить за происходящим. Шевкет Наматулаев, Алим Абдулхаиров, Асан Эминов, Олег Казыкин, «Заман», АТР.